Бизнесом я начала заниматься, официально зарегистрировалась в 2018 году, в мае. Я тогда была фотографом новорожденных. И, как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Да? Тоже забеременела в этот период. Родила ребенка и начала думать, вот было бы классно тоже отшить одежду для кормящих, для наших девушек. В принципе, у меня в то время Инстаграм уже был раскручен как фотографа. То есть как фотографа новорожденных. Таким образом, у меня сидели все мамаши, можно так сказать, да? Молодые девушки, которые ждут ребенка. Я подумала, это здорово будет для наших девушек отшить классную одежду, доступную, красивую. После того, как я закончила университет, то есть у меня 2 высших образования, экономическое и юридическое, я приехала сюда, в Кызыл, и работала в Следственном комитете. В том числе начинала от должности программиста, потому что я училась в техническом классе, и эти навыки мне пригодились, да, чтобы там работать. После я уже работала и курьером, совмещала программирование и курьерство. Очень долгое время я работала в приемной у руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва. Потом я уже чувствую, что переросла эту должность. Бывает же такое, что эти задачи становятся для тебя слишком простыми. И меня отправили в следственный отдел по городу Кызыл, где я работала следователем. Я вообще фанат своей работы, любой работы. Какую мне поручат, я ее хочу делать хорошо и внести туда свое. Так как я фанат своей работы, я не могла уйти, если я что-то не доделала. А работа следователя, она очень тяжелая, потому что там все зажато в сроки, в очень короткие сроки. За первые 72 часа сделай это, документы сдай, в суд сдай, в прокуратуру сдай. То есть, так как у меня развита такая гиперответственность, я не могла уйти с работы, пока я это не сделаю. Это отразилось на моей семье. И муж у меня говорит, как это ты круглосуточно работаешь, я тебя вообще не вижу. Знаете, было такое время, что я ночью приходила и клала ногу на его ногу, я уже дома. 4 утра. И он мне говорит, давай уходи с работы. Как эта женщина так страшно работает? Я же работаю, нормально зарабатываю. И мне было тяжело, и я чувствовала тоже стресс, когда ушла с той работы, потому что я ее тоже любила, но я выбрала семью, получается. И когда я прошла путь от фотографа, то есть после Следственного комитета, от фотографа к владельцу магазина, а потом швейного цеха, я тогда только поняла, что вот оно, вот для чего я ушла, чтобы изменить мир вокруг себя. Возможность сделать свою мечту вне раба, без границ. То есть ты делаешь, и все, идешь, и все. Ты знаешь, что оно может осуществиться через 2 года, через 5 лет, но оно по-любому осуществится, если ты будешь что-то доделать. Жила собака дворовая и родила щенят, да? Родила щенят. И эти щенята росли, и там было несколько щенят. Один из них очень такой резвый был, все время везде играл и так далее. И когда люди кидали вкусняшки этим собакам, еда попадала именно этому щенку, который везде бегает. То есть он бегает везде, но обязательно ему что-то попадает. А другие, у них даже если есть очень хороший нюх, они просто не успевали, этот все лопал, получается, вкусняшку. Здесь, мне кажется, в бизнесе то же самое. Нельзя останавливаться, надо идти пробовать, то есть разные способы. Как у меня муж любит говорить, а ты попробовала 120 способов заработать на своем деле? Я такая, нет, я насчитала всего 4, значит, у меня еще есть возможность. То есть бизнес — это возможность расти и развиваться, и идти к своей мечте. Фокусироваться только на одном деле. Например, поставить одну большую цель, потому что маленькие быстро достигаются. И когда ты маленькие достигаешь, то у тебя ступор появляется. Как это? Пустота, я же добился этого, а что дальше? А когда есть большая цель, мечта, то ты что-то делаешь, но у тебя всегда есть куда еще расти.
То есть есть куда расти. Я сама увлекалась видеосъемки, там, фотосъемки, просто на уровне хобби, да, снимать красивые цветочки. И когда там зарплата была, я покупала себе там профессиональную технику. И когда я ушла, у меня уже база была. Мне надо было там только докупить что-то. То есть и компьютер у меня был топовый, и фотоаппарат у меня был уже профессиональный, и объективы тоже разные уже были. Понимаете, да? Когда вы работаете в найме, можно накопить себе первоначальный капитал. Это к тому, что можно начать с нуля. Можно, конечно. Человеческие ресурсы же очень большие, свои. Самое главное — вера в себя, свой продукт, то есть свое дело. И, знаете, бывает такое, что все будет против вас. Вот, у меня, например, мама была вообще против того, чтобы я занималась предпринимательством. Она со мной полгода даже не разговаривала, потому что говорила: как это я тебя выучила, столько образования дала, а ты бросила вот свою классную, престижную работу и ушла в предпринимательство. Это были тяжелые времена, но я тогда для себя решила: нет, я ей докажу обратное. Знаешь, вот внутри я чувствовала, потому что чувствовала, что мое дело принесет пользу. Когда, знаешь, вот прошла обида на родителей, то, что они тебе не разрешали что-то делать, да, там, или было такое, что я все это делаю, чтобы доказать родителям, что я вот супер крутая. Вот смотрите, мама, папа, вот я какая выросла. Когда я начала на это смотреть по-другому, с благодарностью, то есть это классно, что папа, мама меня заложили вот такое, заложили большой стержень такого сильного человека, который ни перед кем как сказать, добивается своих результатов, своих задач. Тогда я поняла, это классно, благодарю родителей. То есть ты, когда с благодарностью относишься, как сказать, ко всему благодарностью, когда относишься, тогда, конечно, легче что-то идет. То есть ты как бы очищаешься, что ли. Я каждый день прихожу домой, говорю: я люблю тебя, я благодарю тебя. Вот это действительно мне работает. Ну, я не себе говорю, я своим родным говорю. Но сейчас начала чувствовать, что это проекция, они тоже меня все время поддерживают. Сейчас мама говорит: я тобой горжусь, говорит. Я говорю: я сейчас легкую промышленность буду менять, мама. Она такая: молодец. То есть оптимизм, да, оптимизм, не бояться, наверное. Даже если вы боитесь провала, то не бояться осуждения других людей. То есть потому что это же ваша жизнь. Можно сколько раз ошибаться, главное, чтобы вы были здоровы и живы. И все. А все остальное получится. Оптимизм, благодарить своих близких, родных, людей, сотрудников, ценить их. Да? Когда ты ценишь простые человеческие отношения, тогда все получается, как пазлы складываются. Вот в начале, когда я всякие тренинги даже не проходила, знаешь, мне что помогло? Это, наверное, понятие лени в буддизме. Лень ничего не делания. Когда ты физически ничего не делаешь, да, по сути просто как овощи живешь, кушаешь и ложишься спать, например. Вторая лень — это лень откладывания. То есть ты откладываешь, ты не отказываешься делать, но ты говоришь: да я открою свое дело потом, сейчас пойду на свою работу или что. Ладно, хорошо, что он ходит на свою работу. А третья лень — это лень самоуничтожения, когда ты говоришь: я ничто, да? Ты ничтожество, ты ничего не можешь добиться, да у тебя не получится. То есть нет вот этой веры в себя. Это тоже лень получается. Человек не хочет получать новую информацию, чтобы повысить, да, вот это все. Хочет что-то делать, а с другой стороны, нету энергии, нету такого. И я у себя спрашивала, какая из трех этих видов лени в данный момент у меня происходит. Я такая: все, это лень, откладывание или чего-то. Надо, встать и сделать. Или когда у меня не получалось, тогда
это и сейчас я могу так рассуждать, да, потому что это же все на моих ошибках и так далее. Сейчас я, знаешь, как я смотрю? Если я ленюсь что-то делать, например, мы сейчас разрабатываем систему оплаты труда для швей, как на больших производствах, то есть мы свою хотим сделать, и потому что готовые стоят там 450 тысяч. То есть мы решили сами себе сделать систему оплаты труда, и я такая думаю, я к этому вопросу не возвращаюсь, то есть или откладываю, потому что мне просто не хватает информации, то есть я думаю, тоже, наверное, внутри себя сомневаюсь, смогу ли я это все, во всем этом разобраться, там, в разрядах этих операций и так далее. Я понимаю, что сейчас я такая думаю, я куплю эту информацию у опытных людей и быстрее это внедрю в свою компанию. Вот так начала думать. Видишь, вот 3 вида лени мне очень сильно помогли, но в процессе взросления внутри бизнеса и роста моего бизнеса в том числе, когда у нас обороты были 120 тысяч, когда мы только начинали, и когда мы выросли очень быстро, то есть и держались на 500 000 каждый месяц продажи, тогда и когда много как бы сотрудников появилось, за которых ты несешь ответственность. Не то, что ты один раз взял ответственность на себя и сделал что-то и геройски вышел, а именно нести эту ответственность постоянно. Каждый месяц нести ответственность, платить зарплату своим сотрудникам, платить за них страховые взносы. И тогда вот внутренне ты, когда сам растешь, вот эти 3 вида лени кажутся такими простыми даже. То есть каждый день. Был такой период, когда я стояла на одном уровне. То есть я боялась дальше развиваться. И когда я начала тоже разбирать вот эту ситуацию, почему я стою на одном уровне? Да это неплохой уровень был, в принципе. То есть, знаешь, это как зарплату стабильную получать. Почему я не расту, хотя есть возможность расти? И как оказалось, у меня страхи тормозят меня. То какие это страхи? Я думала, вот, если я сейчас начну подниму, план производства, например, на 200 изделий, да, образно так говорю, да мне придется же упахиваться. Поэтому мое подсознание там что-то тормозило меня и не давало расти. То есть, Алдынай, ты будешь очень много работать, поэтому ты, не расти. То есть, на этом уровне нам комфортно. То есть, вот такой. Потом у меня был страх того, что я потеряю бизнес. Вот такие страхи были. И я поняла, что я физически сам бизнес я не боюсь потерять, потому что я его сделаю с нуля заново. Я знаю все инструменты, как сделать это с нуля. А что оказалось вот тормозящим страхом, то, что я опять же, я боялась упустить время, я боялась того, что мне придется заново все это делать, потому что это же все равно сложный процесс, да, строить бизнес там с нуля и так далее. И было такое, что я не успею насладиться своими деньгами. И когда говорят, что ты в данный момент наслаждаешься своими деньгами, вот, которые ты заработала, я тогда только поняла, вот о чем говорили эти тренера, бизнес-тренера, надо платить зарплату себе, а я себе не платила зарплату. Я все деньги обратно кидала. То есть там, другим заплачу, в первую очередь всем заплачу, а потом что останется, мне останется. То есть сейчас, конечно, я стараюсь себе выделить какие-то деньги, и я стараюсь покупать вещи, которые являются атрибутами успеха, да? Ну, для меня лично, например, да, там красивую машину, например, красивый, не знаю, тот же телефон. Я могу сходить там в хороший ресторан, например. То есть вот эти, когда есть атрибуты успеха, то есть то, что ты наслаждаешься этими деньгами, не только там, что они лежат у тебя в сейфе, а то, что ты ими пользуешься и в себя. Вот это очень важно. То есть это был один из тормозящих страхов, оказалось. То, что ты упахиваться будешь. А как и решить эту проблему? Делегировать?
Вот у нас появился начальник, которому я сдаю задание, мы составляем план и по этому плану идем, да. Системность, системность появилась. И это пришло после того осознания, когда вот этот страх, что я буду, много работать, не наслаждаться своими деньгами, упахиваться, не делегировать. Вот эти страхи, они тормозят развитию бизнеса. Было трудно, были слезы. Но я плакала, но я шла. Я плакала, но я верила в свое дело. И что хорошо, меня муж поддержал. Он у меня иногда спрашивает: ты вообще деньги зарабатываешь? Ты вообще деньги зарабатываешь? Говорит, я потом это расчетный счет показываю, где у меня лежат деньги. Вот видишь свои деньги, говорю. Он тоже видит результат, он наоборот гордится, говорит, это же круто, что ты так развиваешься. И он даже сам начал, знаешь, так говорить, раньше по-другому относиться. Он такой, какие-то деньги появляются, он говорит, вложи в свой бизнес. Он еще шутит такой, ты моя, безбедная старость, говорит, потому что ты сейчас так сильно работаешь, чтобы у нас старость была такая безбедная. Я всегда ориентируюсь на тех девушек, которые сами себя сделали. В том числе это бурятка Майя Драган. Очень многие наши, кто в швейном деле, они все ее знают. Также девушка есть Анастасия Якушева, у нее бренд одежды Miss X. Есть еще Олеся Чугунова. У всех есть свои производства. У них обороты в месяц, в год 130 миллионов. А начинали с 300 тысяч. То есть для меня это пример. То есть они для меня, как сказать, показатели того, что любая девушка может добиться этого. Бредовая идея может стать, это же была бредовая идея, когда я начинала, например, шить какие-то футболки для кормящих, например. Я понимаю, любая бредовая идея женщины может выстрелить. Я сейчас смотрю свой расчетный счет, и когда я вижу миллион, я такая думаю, круто, оказывается, можно. А прошло-то всего сколько времени? Когда я начала этим заниматься, можно сказать, это 2-й год, наверное, 1,5 года прошло. Женский бизнес — это больше созидание, то есть это созидательное творчество, что-то, когда ты создаешь руками, что-то мы, например, из куска ткани делаем красивые вещи, вот. Творчество, семья и карьера. Вот это все вместе, равномерно, везде, усидеть на 3 стульях получается. И найти гармонию в этом. Я сплю нормально, Но учитывая, что у меня ребенок-то грудной был, то есть у меня бизнес, можно сказать, растет с моим ребенком, то есть и он у меня полностью не бабушкин, дедушкин, как бывает там, первый ребенок у нас такой, он полностью мой. То есть я ездила в Новосибирск, в эту фабрику, большой, огромный раскройный стол, и он сидел там, пока мы обсуждали все детали моего заказа, например. Большой, огромный магазин оптовых тканей, например, я тоже со своим ребенком. То есть вот так вместе с ним в сентября он пошел в садик, ему исполнилось 2 года. Вот, и моему бизнесу примерно столько же лет. То есть это рождение ребенка тоже подтолкнуло выйти из самозанятого уровня именно в уровень предпринимательства, наверное. Где ты делегируешь, где ты доверяешь кому-то делать что-то. Вот, и контролируешь, конечно же, все равно. Без денег вы все равно пойдете туда, где деньги платят. Поэтому надо зарабатывать деньги. И бизнес, прежде всего, это продажи. То есть это надо полюбить продажи. Я раньше тоже я не люблю продавать, давай ты продай. То есть вот такое отношение было. Продать свои услуги, фотографа даже. Я такая СММ-агент нанимала, чтобы она продавала наши услуги, фотографии. Но когда я уже выросла, я поняла, что надо полюбить продажи. И я их сейчас люблю. Я люблю продавать наш продукт.
Не в том плане, что я начинаю продавать кому-то, а в том, что я люблю прежде всего свой продукт, ценность своего продукта знаю, и я понимаю, что ее надо продавать. То есть, а не так, что я боюсь продать, ну давай возьми по себестоимости материала. Нету такого уже. В данный момент мой девиз — нет границ. Ты все можешь.